Ну что, друзья, и снова добрый день. Дарья Михайловна, с вами снова Лейла. Это тот же день, один ролик у меня монтируется. Не знаю, когда я выложу этот ролик, может быть сегодня вечером, а может быть и только завтра утром. Ну, когда выйдет, тогда и выйдет. Но это продолжение моего дня. Сегодня суббота. И я потихоньку дальше буду продолжать показывать вам, что я буду делать, друзья. Вот у меня масло растопилось, и я теперь хочу его перелить в банки и убрать. А потом уже заняться своими делами, друзья. Так, ну, наверное, лучше я его сюда переставлю, потому что одной рукой мне будет неудобно. А другой рукой, вернее. Я жир, как раз у меня мясорубка вчера была грязная, что я мясо пропускала. Пропустила через мясорубку, и практически тут нет ни шкварок, ни отхода. И очень удобно. И экономично. Ничего в хозяйстве не пропадает, друзья, да? Ой, переливаю. Ну, шкварки, конечно, есть, но не так, как обычно. Они через мясорубку пропущены, и очень хорошо вышло масло. Сейчас я это уберу. Тоже в какой-то мере, друзья, экономия. То, что растительное масло покупаем, а тут экономия такая получается. Вот, как бы все экономно. Дальше не буду вас задерживать. Друзья, что у меня получилось? Полная 700-граммовая и чуть-чуть неполненькая, тоже 700-граммовая, 2 баночки. Все-таки тоже какая-то экономия в доме. Так что, если вдруг будете покупать желудочки куриные, не выбрасывайте жир, что на них. Обычно его очень много, они же жирные бывают. Сняли, перекрутили через мясорубку, поставили на огонь и перетопили в масло. И все очень даже хорошо. В принципе, я даже сейчас пожалела, можно было чуть-чуть растительного масла добавить бы, и сразу вместе было бы готово. Ну ничего, и так сойдет. И, друзья, тем временем у меня еще работы. С утра, можно сказать. У меня прокисло, ну, уже прокисло молоко, как бы сказать. Я его, не молоко, а это обрат. Я его еще вчера утром пропустила через сепаратор, сняла сливки. А это обрат просто. Он уже у меня заквасился. Но без закваски, без ничего. Просто поставила, он перекисает. И теперь из него я буду делать творог. Вот, поставила на огонь, только что на средний такой огонь. И вот такой вот сгусток получается. Теперь понемножечку, немножко, ну так сильно много его разбивать тоже не надо. Разобью немножко, и он у меня будет стоять. А тем временем я займусь своими другими делами. Вот пока молоко будет греться. Это не молоко, вернее, а простокваша, друзья. Будем делать творог. Вот, у меня что-то сепаратор на этот раз. Сметану не слишком сильно, как бы, нехорошо сливки отделил. С обратом у меня сливки. Так что творожок будет не очень-то и обезжиренный. Не знаю почему. Вот проблема у меня с сепаратором, друзья, все-таки. Вроде бы наладила, что в тот раз вообще не пропускала.
То слишком густые сливки шли, то слишком жидкие. Так, вроде бы консистенцию сметаны этих сливок я сделала, но вот уходит сметанка с обратом. Наверное, мне, скорее всего, придется менять или сепаратор, или даже не сепаратор весь покупать, а покупать этот барабан. Закажу, наверное, у нас есть такая страничка в Инстаграме. Заказываю все вот такие вот вещи. В Махачкале есть, короче, такое что-то. Ну, интернет-магазин такой. Они присылают. Моя родственница прислала оттуда себе. Наверное, вот именно барабан закажу и мне пришлют. Оттуда заказывают и запчасти на холодильник, и на пылесосы. Много чего заказывают. Так, ну все, сейчас отключусь, пока греется. Так, и друзья, вот пока у меня греется простокваша, мне привезли мясо. Еще помешаю немножко. Значит, я заказывала здесь в селе мясо себе. И сразу же там же попросила, чтобы мальчик мне его, ну, послала сына своего, и мясо, чтобы прокрутил он. Ну, чтобы не заморачиваться. Тут 10 килограмм фарша у меня. Это я чуть попозже с ним разделаюсь, как говорится. И 15 килограмм вот такого вот мяса. Сейчас посмотрю, что да как. Ой, уже даже муха успела залететь вместе с мясом. Так. Это уже потихонечку, друзья, идет подготовка к празднику нашему. Мясо красивое, конечно, очень даже. Вот я его сейчас разделаю, помою, высушу и положу в холодильник. И я уже не переживаю за праздник наш. Что у меня вот это куски такие. Это варить. Так, ну это если вдруг так отбивные будут. А это все вот варить. Но придется, наверное, еще и топором поработать, порубить, потому что куски слишком большие. Прям он очень грубо мясник нарезал мясо. Ну ничего. Вот так вот, друзья. Ну, сейчас разделаю. Так. Ну, наверное, не буду показывать, как разделываю мясо, пока вот закончу, а потом вам покажу, потому что зачем я буду этот процесс вам показывать и затягивать. Вот, короче, я к нашему празднику Куразе Байраму почти готова, считайте, если есть мясо, если есть фарш, а остальное все приложится. Так, и вот, друзья, я с мясом на кости справилась. Покажу вам, значит. Вот. Эти 4 пакета у меня мясо на кости для того, чтобы их сварить на стол. Ну, мне кажется, мне этого хватит, потому что, в принципе, не очень-то много едят эти 3 дня, вот просто мясо. А это у меня вот оттуда я вырезала мякоть, была отдельно мякоть, еще куски. А я его хорошенечко, значит, каждые куски срезала, то, что мне не надо. Видите, вот это вот обрезки. Вот так вот написала для себя лагман. 2 плова у меня получилось. На жаркое. И одно на мясо с грибами. Ну, чтобы не искать. У меня нет этих вот приклеивающихся. Забываю все время сказать мальчикам купить. И так сойдет, как говорится. А это вот обрезки, жирок. Ну, на манты как раз очень хорошее мясо для нас. И, в принципе, у меня вот этот вот фарш не очень жирный. Наверное, туда добавлю, и оно будет как раз нормальное. Так, а сейчас я это быстро уложу в холодильник. Фарш, конечно, сюда добавлю. Пока фарш раскладывать у меня нет времени, по килограммам тоже его разложу. Сделаю творог. Вот сначала уберу мясо, друзья. Так, и, друзья, пока я испачкала мясорубку, давно не делала котлеты. Хочу на ифтар сегодня сделать для мальчикам котлеты. Ну, мальчикам нам. И быстро пропущу, значит, у меня килограмм мяса. Я взяла худое мясо, друзья, без жира, которое я пропускала.
2 картофельные, 2 луковицы. Сейчас я пропущу через мясорубку. И мама увидела такое свежее мясо, она любит, но, правда, не смогла много поесть. Попросила меня тонко обжарить без масла мясо. Я тоненько отбила, обжарила, вроде бы было и мягкое, но поела так маленьких 2 кусочка. Ну и так хоть поела немножко и ту радость. Так что вот так вот, друзья. Так, друзья, ну вот я пропустила через мясорубку, значит, лук, картошку и 4 кусочка хлеба. Теперь добавлю сюда соль, перец, все специи, перемешаю, одно яйцо. И пока поставлю в холодильник, потому что еще рано, еще только время 2 часа дня, если честно. Пусть стоит в холодильнике, не мешает. А как раз к вечеру сделаю, будет мне готово это все. И да, я хочу сказать, что ну, лагман, плов, то, что я написала, это у меня не на праздник, имейте в виду. Это просто я после праздника же тоже нам нужно есть. На праздник мне хватит этого мяса, мне хватит фарша. Потому что, как я уже сказала в предыдущем или перед этим ролике, ко мне не так много заходит, как там, когда есть в доме дочки или молодые снохи. Потому что они не хотят, пацаны именно, особенно молодые парни, не хотят меня утруждать, чтобы там я им накрывала на стол, наливала чай. Ну, не накрывала, стол-то накрытый стоит, но чтобы я разогревала, чтобы я их обслуживала, все-таки не хотят. И поэтому заходят ко мне уже более взрослые родственники наши, ну и то тоже, иногда только выпьют чаю. В принципе, в этот день они в стольких местах бывают, что везде не получается у них поесть. Но некоторые приходят, чтобы именно посидеть у меня, чтобы поесть. Поэтому мне кажется, мне той еды, что у меня есть, мне хватит. Ну, в принципе, если не хватит уже и на 2-й, на 3-й день, то и купить не проблема. И мясо купить, и все, что такое. Ну, по крайней мере, до сих пор хватало. Вот так вот, друзья, сейчас я быстро это все перемешаю, поставлю в холодильник, и вот потом уже приступлю к творогу. Так, друзья, ну дошло время у меня и до творога. Как бы встать, чтобы вам не мешать. Так, наверное, вот так вот встану. Так, ну вот, как я делаю творог? Я его, конечно, согрела. Но 36-37, может быть, градусов, точно не знаю, я, в принципе, не меряю градусников. Вот сначала вот такой вот, вот так мне удобно. Делаю так, я не знаю, как делают другие. Мне вот так вот удобно. Я сначала вот в таком большом друшлаке вот так вот наливаю, потом сыворотку стараюсь убирать как можно больше. Вот. На мясо ушло очень много времени, пока я его разделала, пока то все. Все-таки быстро время сейчас бежит. Да, и хотела вам сказать еще, ну, или рассказать, или сказать. Обычно у нас на праздник, на Урузу-Байрам, ну, на вот эти праздничные дни стараются одевать, покупать, конечно, сначала и одевать новые вещи. Ну, желательно, чтобы 3 вещи было новых, ну, а там как получится. И мы стараемся действительно по мере, ну, каждый старается по мере возможности, кто как может. Вот. Вчера мои мальчики были дома, как я вам сказала, пятница, и они взяли зарплату, алхамдулилlah, и потратили себе, и мне дали 10 тысяч там на стол и на платье на какое-нибудь, на что-нибудь такое, и себе. 2 уже поехали вчера, купили себе, и купили дяде, тоже моему деверю, тоже купили рубашку, брюки новые, туфли, ну и остальные мелочи. И себе точно так же купили, но вот средний не успел еще себе купить. Сегодня на работе, он не поехал, ему тоже надо что-то самому купить.
И мне надо тоже как-то, не знаю, выбраться. Как-то, в принципе, осталось очень мало дней. Не знаю, что даже себе купить. Тоже надо поехать, друзья, что-то купить для себя. Ой, много работы последние дни, конечно. У меня всегда бывает, вот в эти праздничные, предпраздничные дни, всегда бывает мало времени. По-любому, каждый год я чем-то занималась. То торговлей, овощами мы торговали, а последние же дни хорошая торговля идет. И вы знаете, друзья, действительно, вот последние дни, не то что последние дни, вообще месяц Рамадана настолько, как бы вам сказать, плодотворный такой, настолько приятный месяц, потому что люди, которые занимаются торговлей, да и не торговлей, в любой сфере, которые занимаются чем-то, вот, они зарабатывают в этот месяц хорошо, потому что люди стараются именно делать ремонты к этому празднику, покупать новую посуду, покупать одежду, там, переклеивать обои. Ну, по-любому все вот работы, которые вот они намечают, обычно мы намечаем на вот именно на Рамадан. Потому что все приезжают, все родственники приезжают. И чтобы показать им какой-то вот результат вот через год, что мы сделали. Ну, типа такого, как будто бы вот это вот мы смогли сделать за год. И поэтому вот особенно люди вот в торговле, которые хорошо на этом, конечно, зарабатывают. Кто продает шторы, люстры, посуду, еду, таксисты хорошо зарабатывают. В принципе, иногда даже вот эти дни, этот месяц, за этот месяц люди зарабатывают больше, чем практически они зарабатывают за год. Вот настолько, в принципе, это благоприятный месяц, благоприятные дни, хоть для людей и расходы, но это все равно приятные расходы, приятные хлопоты, расходы, которые, по идее, в доме и нужны. Особенно вот расходы делают, как я уже сказала, люди, у которых дома незамужние девушки. Они все-таки стараются, чтобы у них было все красиво, и столы, чтобы были красивые, и мебель, чтобы была красивая, и дом, чтобы было... Ну, все, чтобы было приятно. Чтобы, ну, вот такие вот у нас, ну, как бы сказать, ну, может быть, даже традиция такая, что вот так вот готовится, практически готовимся целый год к новому месяцу Рамадан, по-любому. Вроде бы не успел, уже месяц, год проходит, не успел там развернуться, повернуться, уже год прошел, и уже надо встречать. И когда у меня были дочки дома, не замужем, тоже было, конечно, накладненько, конечно, было накладно. Я не скажу, что это легко, потому что, ну, девчонки хотят, чтобы было красиво, чтобы было все на столе, необычное. Ну, Танзила сама, конечно, все готовила. А Мадина тоже, в принципе, тоже сама готовила на стол. Ну вот затраты, конечно, когда девушки в доме, затраты намного больше, что бы мы там ни говорили. Так что у меня затрат в этом году будет поменьше. И в этом уже 3-4 года, как у меня затрат меньше. Вот. Ну, а так все равно каждый старается как может, чтобы что-то обновить, что-то сделать, купить. Конечно, обновить я бы тоже очень много чего хотела в доме, друзья, но у меня в этом году не получилось. Ну ничего, альхамдулилла, есть. И хорошо, что хоть есть то, что у меня есть. Ну, хотелось бы, конечно, немножко и в 1-2 комнатах обои обновить. Да и хотелось много чего, друзья. Ну ничего, лишь бы были мы здоровы. Вот когда я начинаю болеть, я понимаю, что ничего этого не стоит. Зачем что-то нужно, если ты болен? Вот, поэтому будем довольствоваться тем, что нам Всевышний посылает, по-любому. Все, что нам дано, предначертано, все будет. Лишь бы были мы здоровы, наши дети здоровы, наши родители здоровы, лишь бы все были, да, действительно здоровы. Остальное все приходящее, уходящее, приходящее. А вот здоровье не купишь. Каких бы денег у тебя не было, здоровье купить нельзя. Вот так вот, друзья, немножко рассказала вам не о нашем
предпраздничных делах. На рынке, конечно, бывает народа много, жутко много. И в магазинах много. Бойкая торговля. Это что-то, друзья, действительно, не знаю. Иногда бывает, что вот, ну, наценивают, но опять-таки наценивают не наши местные. У нас-то, в принципе, производство в Ингушетии как такового чего-то мало. Все завозится из других республик. Ну, видимо, там, уже зная, что он такой праздник, все-таки немножко наценивает. И это каждый год так бывает. Каждый год в месяц Рамадан, именно к Уразе Байрам, к этому в празднику, обязательно идет какая-то наценка на продукты. Вот сегодня еще Танзила мне звонила, буквально 2-3 дня тому назад. Большая индейка стоила 2500, ну 2800 потолок. У меня даже на канале есть, я вам показывала, сколько стоит индейка. Она мне сегодня звонит и говорит: мама, ты представляешь, индейка стоит 4500. Ну, одна тушка так у нас тушками продают. Вот так вот, друзья. Я делаю сыр, творог. Не знаю, кто как его делает. А я его делаю так, мне так удобно. Всю лишнюю сыворотку я вот так вот в этом большом друшлаке убираю, как могу больше. И перекладываю вот эти вот маленькие друшлачки, вот такие вот. И оно потом стекает в это блюдо большое. Через какое-то время я их переворачиваю. Я творог не солю, друзья, я всегда это говорю. Я сама не люблю соленый творог, рассольный творог терпеть не могу. Если мне нужно, чтобы творог был про запас, я его просто замораживаю. У меня даже есть прошлогодний, можно сказать так, замороженный, надо его разморозить и готовить, потому что со свежим все время готовлю, а там 3 или 4 творога в морозилке. Так что мне хватило. Но у меня с творогом, в принципе, не очень-то любят мои, что вареники, что лепешки. Больше уважают с картошкой. Ну и с творогом, конечно, едят. Если я приготовлю с творогом, говорят: ой, а нельзя было с картошкой? Я специально говорю: нет, нельзя было, ешьте с творогом, чтобы они ели творог побольше. Вот так вот. Единственное, как они едят творог, это когда его кладут в сметану, и когда вот делают такую подливу с топленым маслом. Вот в этом виде они творог, конечно, хорошо едят. Видите, какой хорошенький творожок. Причем он их немножко даже, как я сказала, даже не обезжиренный, а жирненький получается, желтенький. Потому что сепаратор все-таки немножко в неполадках. Вот. Предлагали мне сегодня телочку айширской породы. Хорошее было предложение, но сын ни в какую не подписывается, чтобы я ее купила. Она мне даже его в рассрочку предложила за 35 тысяч, но говорит, 20 тысяч сейчас отдашь, 15 попозже. Но не захотел мой сын. Пока никаких таких больших покупок не разрешает делать. Тем более покупать скотину тоже не разрешает. Одной коровы, говорит, тебе достаточно. А тем более еще и теленочек, и бычок еще один. И говорит, что вот пока теленочек вырастет, у тебя эта корова тебе хватит. Как из теленочка сделаешь корову, уберешь старую свою. Больше одной коровы, говорит, я тебе не дам держать. Я говорю, я бы зарабатывала на этом, я бы вот делала там. У меня же есть спрос на творог, на сыр, на сметану. Действительно, у меня даже есть несколько клиентов, которые постоянно у меня бы покупали, если бы было. Уже несколько раз даже звонили, говорили, но у меня пока нет излишка. Вот единственное, сейчас творожок идет лишний, потому что корову я уже 3-4 день выгоняю. Конечно, она молоко дает побольше. Ну, а сметанки хватает только нам просто пока поесть самим. Вот. Потому что сметану у меня любят все мои парни. И бабушка тоже очень любит сметану. Но она не ест такую цельную сметану. Добавляет обязательно простоквашу, обязательно творожок.
И бабушка тоже наша очень любит сметану. Но она, конечно, не ест такую жирную сметану. Она разбавляет ее простоквашей, разбавляет ее творожком. И очень ее любит. Когда я ей, ну, утром иногда кашу, ну, не иногда, кашу варю, она говорит: давай, дай мне сегодня сметанки, я не хочу кашу. И, ну, вот так готовлю для нее с творогом. И в творог, в это ей обязательно нужно положить черемшу, которую, помните, я прокручивала, зеленую черемшу такую. Вот, она любит еще ее туда добавлять. И обычно она же не съедает все и говорит: ты мне обед не готовь. Ну, у нас же сейчас у всех пост, и поэтому ты мне обед не готовь, не надо. Я вот свою сметанку докончу в обед, не хватит. А потом, когда что-нибудь, если я приготовлю, я говорю: я же тебе говорила, не готовь. Начинает ругаться. У тебя ураза, ты еще готовишь. Я говорю: да ладно, мам, какая разница, ураза, не ураза. И вот так мы с мамой спорим, друзья, почти все время. Так, друзья, ну вот, творог я сделала. 2 уже перевернула. Но хочу показать, как я переворачиваю. Этот еще не стек, я его только что сделала. Видите, там еще в сыворотке есть, конечно, творог. Но я его потом, когда вот этот вот буду переворачивать, до переворачивания с этого блюда соберу весь творожок. Просто этот еще не стек. А эти уже, которые пораньше я сделала, они под своей тяжестью утрамбовались. И видите, они уже крепенькие. И вот так вот можно перевернуть. Вот. И вот так. Все. И теперь опять они под своей тяжестью вот так вот будут стоять. Сыворотка сюда стечет. И с той стороны тоже будет вот такой вот рисуночек. И аккуратный творог. Вот так вот. Этот немножко на бок съехал. Вот. Так, у меня потихонечку уже почти все вылупляются цыплята. Правда, много, не знаю, там задохлики или неоплодотворенное яйцо, потому что это яйцо я на сей раз, друзья, не проверяла, я не успевала. Как положила, так оно и лежит. Так, ну все, с творогом справилась. Последний еще немножко стечет. Я тут все уберу, приберу за собой. Так, и, друзья, эту сыворотку, конечно, я не выливаю. Я выливаю сыворотку из-под сыра. Но как-нибудь вот после праздников хочу сделать из этой сыворотки все-таки сыр. Посмотрим, как он будет. Ну, я один раз делала, он получается очень вкусненький, такой нежный. И вот, друзья, распаковала я по пакетикам и фарш. Вот у меня получилось, по-моему, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 килограмм фарша, короче, у меня вышло. Вот. Ну, мне где-то килограмма 4-5 надо будет на манты на продажу, а остальное себе. И не хватит. И вот, друзья, быстро выбежала перед тем, как пожарить котлеты, полила свои цветочки, посаженные вчера, как видите. Так, ну и вот, друзья, начала я делать котлеты на ифтар. Времени в обрез, пока я по хозяйству, пока то и все. И, наверное, на этом свой влог закончу, потому что посмотрела, что у меня там отснято. Опять слишком будет и так слишком длинно. На этом я с вами попрощаюсь, друзья. Всех благ вам, мира и благоденствия.